Сухум – культурный, научный и политический центр республики. Лакмусовая бумажка всех событий, происходящих в стране. Каким выдался этот непростой год для столицы? Какие проблемы удалось решить, а какие пришлось отложить на потом? В конце года принято подводить итоги. Попробуем сделать это прямо сейчас. Несмотря на все трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса, уходящий год можно назвать насыщенным и плодотворным. Было проведено немало работ, связанных с благоустройством города. Озеленение парков и скверов, обрезка деревьев, облагораживание территорий набережной, реставрация фонтанов. Начиная с мая 2020 года и по сей день администрация города занимается благоустройством города Сухум. В том числе парков, набережной. Проводится капитальный текущий ремонт дорог, капитальный текущий ремонт труб, канализации. Осушены и восстановлены несколько подземных переходов. Появились новые парковочные места для малоподвижных граждан с ограниченными возможностями. Не обошли стороной и животных. В 2020 году глава администрации издал указ о запрете отстрела собак. Также в 2020 году начаты работы по строительству приюта, которые должны закончиться в первом квартале 2021 года. Среди самых масштабных коммунальных работ можно выделить замену водопроводных сетей на 3 столичных улицах – Абазинской, Джоно и Гулия. Старые трубы советских времен были крайне изношены и требовали замены. Из-за ремонтных работ жителям столицы пришлось испытать неудобства и не раз оставаться без воды. В городе Сухум проводятся работы по капитальной замене труб. Администрацией города, управлением капитального строительства были причинены ряд неудобств для горожан, но в связи с тем, что эти денежные средства должны быть освоены в 2020 году, было принято решение провести эти работы. Еще раз приносим извинения за причиненные временные неудобства горожан. Работы планируется завершить в начале 2021 года. Должно пройти некоторое время для того, чтобы эти грунты осели, и после будет асфальтирование дорог. Главной темой уходящего года, конечно же, стала пандемия коронавируса. В эту борьбу включилась и столица. В сентябре был создан городской оперативный штаб по противодействию COVID-19. В краткие сроки в Сухумской инфекционной больнице был проведен ряд работ. Установлен дизель-генератор для бесперебойного электроснабжения. Введена в эксплуатацию система централизованного кислородоснабжения. На базе Сухумской инфекционной больницы оказывается комплекс медицинских услуг, таких как ПЦР-мазок, анализы крови, рентгенография. Также жителям города и не только оказывается помощь в лечении стационарных больных. Все стационарные больные обеспечиваются необходимым лечением и должным вниманием. Также участие в борьбе с этой пандемией принимают сотрудники СЭС. Они на выезд берут ПЦР-мазки у граждан, которые малоподвижные, и граждане, которые в возрасте. Наши амбулаторные медицинские учреждения работают в усиленном режиме. Реализовано дежурство врачей в поликлиниках. Также силами нашей скорой помощи граждане доставляются в Гудаутский госпиталь. За самоотверженный труд врачей и медицинских работников администрации города Сухум было принято решение осуществить материальное поощрение 110 медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений Сухума. Им было выплачено по 5000 рублей единовременно. Несмотря на тяжелую ситуацию, столичная администрация старается выполнять свою главную задачу, а именно выплачивать гражданам зарплаты и пособия без задержек. В честь Нового года нам удалось произвести выплаты некоторым категориям граждан, а именно семьям, многодетным семьям более 5 детей, круглым сиротам, инвалидов с детства до 16 лет, а также инвалидам-колясочникам. Также была оказана помощь Ассоциации инвалидов детей и КБРЦ. В каждом микрорайоне были проведены елки. В дошкольных образовательных учреждениях были вручены подарки всем детям. Несколько недель назад было принято решение об ограничении мероприятий на площади
в связи с тем, что ухудшилась ситуация с пандемией. Не будет проводиться никаких концертов, да, будет проводиться там ярмарка, работают, значит, кафе и каток, значит, был организован. Понятно, что ситуация на сегодняшний день с эпидемиологической ситуацией сложная, но все-таки жизнь продолжается, и наши дети хотят ощутить этот праздник. Да. Если соблюдать нужные меры, то проведение данных мероприятий, значит, возможно. Уже неделю на площади Свободы красуется нарядная елка, главный символ Нового года. Здесь и кинотеатр под открытым небом, ярмарочные палатки, световые инсталляции и масса других развлечений, самым главным из которых стал ледовый каток. После Нового года тоже запланировано немало праздничных мероприятий. По словам организаторов, все проходит с соблюдением мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. От лица главы администрации города Сухум Эшма Беслана Федоровича, от коллектива администрации и от себя лично хочу поздравить всех жителей города Сухум с наступающим Новым годом и Рождеством. Уходящий год выдался непростым. Борьба с пандемией продолжается. Тем не менее, 2020 год был особенный для каждого из нас. Поблагодарим его и встретим новый 2021 год. С Новым годом и с наступающими праздниками. Сияющая огнями столица хоть и немного, но помогает не думать о болезни под названием ковид. По вечерам здесь царит особая атмосфера, которая согревает и поднимает настроение. Эсма Гуланзе, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.